Okay, let's continue. We're talking about sanctification. Друзья, ну давайте продолжим нашу тему. Мы This же is говорим с вами об освящении, The правда? lifelong process to be changed into the image, the Christ, the attitude, the heart of Jesus. Мы с вами говорили, что это такой процесс, который растягивается на всю нашу жизнь, и это такой процесс, в котором мы учимся отображать образ, характер и внешнюю сущность Христа, внутреннюю And the сущность Bible Христа. makes very clear this is a process where we grow and grow and grow. И причем мы понимаем, что сама Библия провозглашает нам, что это затяжной процесс, в течение которого мы возрастаем. Paul is saying to the Corinthians, if you still have strife and envy, that means you are still living according to the flesh. И Павел в Коринфянах говорит, но если среди вас все еще случаются бесконечные раздоры и взаимная зависть, то это означает, что все еще вы живете по плоти. And this little word still implies it shouldn't stay this way. You can change, you can grow, you can leave this behind. И вот это слово «все еще», оно само в себе заключает идею, что это то, как не должно быть, что это то, что мы могли бы изменить, и из чего нам стоит двигаться. And God's alternative to living in the flesh is walking according to the Spirit, И мы все- walking by the Spirit. С вами знаем, что альтернативой жизни по плоти является жизнь в духе, хождение в соответствии с духом или по духу. Galatians 5:16. If you walk by the Spirit, you will no longer fulfill the lusts of the flesh. Галатам 5:16 говорит, если вы, братья, живете по духу, то вы уже не будете исполнять похотей и желаний вашей греховной природы. No more strife and envy and all the rest of these ugly things that destroy our fellowship. Что само по себе означает, что как раз-таки всякому соперничеству, зависти и ссорам приходит конец, а это именно то, что обычно и разрушает любое сообщество. So we could say there's no sanctification without learning to walk by the Spirit. Другими словами, мы можем сделать вывод, что невозможно двигаться в этом процессе внутреннего освящения, если мы не научились ходить по духу. Because the flesh has no power to bring forth this wonderful fruit. Потому что человеческая плоть, освящение, этот прекрасный плод духа, производить не может. Which is nothing else than just the lifestyle and the character of Christ. Да, и мы говорим с вами, о характере Христа и о его качествах. Love, joy, peace, Любовь, мир, long-suffering, терпение, gentleness, goodness, долготерпение, благость, милость, вера, meekness, радость, self-control. кротость. This is what the Spirit will produce over time of following Him and obeying Him. И это то, что Дух производит в нас за какое-то время, пока мы следуем за Ним и покоряемся Ему. Yesterday I said there's three areas of our life, of our personality that needs to be conquered. Я вам вчера говорил про 3 сферы основных человеческой личности, в которых Духу Божьему нужно одержать победу. Need to be brought under the rulership of Christ. Или это можно назвать другими словами, это 3 сферы, которые должны покориться Христу. It's the will, Это человеческая воля, the mind, разум and then the emotions. и эмоции человеческие. Thank God, only 3 areas. И вообще, слава Богу, сферы Not 10,000, всего 3. just 3. Не 10 тысяч, друзья, всего 3 сферы какие-то. It's possible to Возможно, conquer these 3 areas. скажем так, захватить и одержать победу в этих 3 And сферах. it doesn't take centuries for you to conquer these 3 areas. И еще прекрасная новость в том, что тоже столетия на это у нас тоже не должны уйти. The Bible speaks about young men in the spirit, which are no longer little children, which are no longer babies, but they're Например, Писание almost сообщает нам adult. о юношах. Юноши – это почти взрослые, это уже не подростки и тем более не младенцы. And they have grown by Знаете, the power of the word which is речь in them. идет о людях, которые выросли благодаря Слову, живущему в And них. they have conquered the devil. И там написано, и они победили Oh, лукавого. what a glorious thing when someone grows and comes to the point where he conquers the devil. Вы подумайте, какая это славная реальность, когда какой-то человек может дорасти до того, чтобы побеждать дьявола.
and which I don't understand a stage where you're no longer bothered by the devil, no longer any attacks or Да, и важно нам Things from the понимать, devil. что победить лукавого, это не значит, что он не попытается причинять тебе неприятности и оставит тебя в покое. but he lost his control over your life. Но это такое состояние, когда он больше не в силах He контролировать can no нашу longer жизнь. distract you. He can no longer stop you. Когда он уже не может нас как-то останавливать или отвлекать на To что-то. move forward and to find your calling and to fulfill your И он не calling. может нам препятствовать в том, чтобы мы двигались вперед и для того, чтобы мы побеждали и исполняли свое призвание. And notice the word says this is a typical mark of the young adults in the spirit, not the fathers. И интересно, что Писание говорит, что это характерная черта юношей в духе. Это еще даже не отцы. So that means these young men and, of course, young women also, they have decades to bring forth fruit. А что такое юноша? Юноша – это человек, еще можно сказать, при начале своей взрослой жизни. Это означает, что у него есть еще десятилетия впереди плодоносной и победоносной жизни. And the devil is crying, I lost them, I cannot stop И them. дьявол There's плачет nothing I can do against them. и вопит, видимо, и говорит: все, я потерял их, я больше не могу ни остановить их, ни контролировать их. They will bring glory to the Son of God. Эти люди принесут славу Сыну Аллилуйя. Божьему. Аллилуйя. So we discovered we have a free will. No matter what science says, we have a free will. We can decide what we want. Да, и независимо, что там наука говорит или что-то еще, у каждого из нас есть свободная воля. Мы все в силах принимать какие-то решения. You need to know the difference between I decide this will be my life and right now my ability to live this kind of life. This is two different things. И еще важно понимать разницу. Мы ее, наверное, тоже все понимаем. Одно дело, мы принимаем решение жить определенным образом жизни. Другое дело, насколько во мне есть силы, чтобы последовать этому решению. But you are free. You can choose what you want. Это разные вещи, но выбирать каждый из нас может. And God says, I set before you curse and blessing, death and life. Бог говорит: вот я предложил тебе на выбор благословение или проклятие, жизнь или смерть. Now it's your turn. Теперь Choose. твое время, теперь твой черед. Ты выбери жизнь. And God in His kindness, because some people are so overwhelmed with the magnitude of choices. Да, и Бог по своей великой доброте, мы уже с вами вчера говорили, потому что кого-то потрясает воистину выбор из двух опций. Blessing, curse, Да, death, life. I'm confused. да, мама дорогая, благословение или проклятие, жизнь или смерть. Просто можно в ступор He впасть. says, trust me, choose life. Бог говорит: доверься мне, выбирай жизнь. Hallelujah. Hallelujah. We can choose. Мы можем это выбрать. And we take hold of this great blessing, our free will. We use it. Друзья, и давайте этим великим даром свободной воли пользоваться на пользу. When I was a young Christian and I didn't have sound doctrine, I got the idea God wants to break your will. Знаете, когда я был молодым христианином, и у меня не было правильного основания, мне всегда казалось, что Бог занят именно тем, чтобы ломать нашу волю. This was what I heard. Во всяком случае, я даже слышал это от каких-то And I людей. was not too pleased about this idea God will break my will. И, разумеется, мне как-то не совсем импонировала такая идея, что Бог сейчас начнет ломать No, меня. God doesn't want to break your will. He wants to strengthen your will. На самом деле, Бог не хочет ломать твою волю, Он хочет укрепить ее. So we have a free will. We use this privilege. Друзья, у нас есть свободная воля, мы ей пользуемся, это наша And with привилегия. this revelation, we can go to the next area, which is our mind. С этим простым откровением давайте двинемся в следующую сферу, то есть в сферу наших мыслей. And the Bible says we decide what we think. И Писание нам говорит, мы тоже можем решить, о чем каждый из нас будет Not думать. society, not media. You decide what Ни you think. средства массовой информации, ни окружающее общество, они не могут решать за нас. Каждый из нас может решать, о чем мы будем думать. For some people, their mind is a big wonder, and they have this thought, and they are so amazed what kind of stupid thoughts they have. And Знаете, для некоторых людей их собственный мозг – это абсолютная фантастическая загадка, в которой мелькают время от времени некие странные мысли, дурацкие, и кто знает, откуда они приходят, куда уходят и что с ними they делать. wonder what kind of program will be there today. Знаете, люди такие просыпаются в недоумении. Чем сегодня еще удивит меня No, мой the Bible мозг? says you can choose what you think.
think of. Друзья, Библия говорит, ты можешь выбрать, о чем ты будешь And you думать. can stop thinking the wrong things and choose thinking the right things. И ты можешь остановить неправильный поток мыслей и выбрать думать о чем-то совершенно другом. We can take thoughts that are opposing the truth, that are against God. We can take them captive Писание and tear them down, говорит destroy нам, them. что все эти мысли, восстающие против познания Бога, мы способны пленять в послушание Христу. This is what the Bible Это says. то, что нам Библия говорит. And it's all by faith. If you don't believe that you can conquer evil thoughts, you will never be able to do it. И, друзья, это все упирается в нашу веру. Если ты не веришь, что ты можешь управлять своей мыслительной деятельностью, ты и не будешь. God has given you authority. It's your brain. Бог дал тебе власть, это твой мозг. And if there's something going on in your mind that you don't like, which is against the character of God and the truth of the Bible, you can stop it. И если там мельтешит что-то такое, что противится характеру Христа и истине Слова Божьего, ты в силах это прекратить. And when you learn to control your mind, you can control your fantasies. И когда человек учится контролировать свои мысли и то, в каком направлении двигается его разум, человек может тогда управлять своим воображением. And then finally you bring God's order into your emotions. И только тогда начинает приходить порядок в сферу человеческих эмоций. This is where the most problems are. И это та сфера, в которой большинство людей сталкивается с наибольшими проблемами. Rejection, self-rejection, Потому что там есть self-hatred, отвержение, чувство самоотвержения, insecurity, ненависти к себе, hopelessness, незащищенности, безнадежности, restlessness. These are all беспокойства. emotions. Это все чувства разные. And for decades I say, if you don't like your emotions, И я не знаю уже, сколько раз я за свою жизнь это сказал, если вам не нравятся эмоции, которые вы if you're переживаете suffering from внутри, your emotions, если вы страдаете от своих собственных эмоций, why don't you get some better ones? почему бы вам не обзавестись какими-нибудь получше? You're not a victim, you're not helpless, Потому you're что not вы не являетесь жертвой, вы poor не, little, oh, I'm tormented. вы не некое маленькое существо во власти своих эмоций, которые мучат вас с утра до No, вечера. you got authority to torment the tormentor. Друзья, у вас есть власть мучить мучителя. You've got the power to make the devil run. У вас есть власть, которой вы способны заставить дьявола убегать от вас. In a German dictionary, which explains certain words with other words without using the word, Короче, в немецком толковом словаре, то есть толковый словарь, вы же понимаете, это на родном языке объясняется значение того или иного I слова. checked how would they define the word to flee. Я как-то озаботился посмотреть, как толковый словарь объясняет слово «убегать». You know, the Bible says, resist the devil and he will flee from you. Это очень важное слово, потому что Писание нам говорит, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. So because I'm a teacher, I like definitions. И And потому что я учитель, я люблю всякие определения. I was curious, how would they define the word flee without using the word flee? И мне было интересно, как они объяснят слово «убегать», не используя синонимы. And there was this interesting and very inspiring definition of what it means to flee. В немецком я нашел потрясающее, очень вдохновляющее описание слова «убегать». In expectation of something bad, moving away quickly. Это ожидание чего-то плохого и негативного, удаляющееся от вас на большой скорости. So Быстро. that means the devil is afraid of things you do to him. Это означает, что дьявол боится всего того, что вы можете ему No, сделать. this is too positive. И вы This скажете, is too much. слушай, This ты cannot что-то be true. горячишься, Хартвик. Это выглядит слишком хорошим, чтобы быть правдой. But this is what the Bible says. Но это то, что Библия If говорит you нам. learn to resist in faith, Если вы научитесь противостоять в вере, you make him run. вы заставите его убегать. And this is such a wonderful sight to see the back of the devil И running. я думаю, это прекрасное зрелище увидеть спину убегающего дьявола. You can hurt the devil Друзья, вы можете причинить ему урон, by proclaiming the truth, провозглашая истину, by saying what God says. говоря то, что Бог говорит. It is written. Когда мы говорим This is what Jesus did. «написано». И это то, что Иисус сделал с ним. It is written. Он говорил «написано». And with this simple method, the devil
left him for a Знаете, while. и кажется, что это настолько какой-то простой способ, вот написано дьяволу говорить, но он оставлял его хотя бы на какое-то время. Yes, he said, okay, I try some other time. Да? Maybe you are not in the spirit, and then I have more chance. Он при этом всегда приговаривает и говорит, я подожду другого времени, когда ты, возможно, будешь не в духе, когда, может быть, ты будешь в другом режиме. But when he comes again, you use the same method. It Но is каждый written. раз, когда This is он reality. приходит This is the truth. You know it. You have to accept the и truth. начинает донимать нас, этот метод всегда работает. Мы говорим, написано, это истина, это то, что говорит Бог. И мы можем каждый раз так делать. Authority has nothing to do with how loud you speak or scream. И в реальности власть, она не зависит от уровня нашего крика, от тона нашего голоса. It's just depending on the reality on the inside. Власть духовная, она упирается во внутреннюю реальность, которая в нас I'm может быть. absolutely convinced this is the truth. Да, когда я внутри уверен, Every что то, knee что has я to говорю, bow, это every истина. tongue has to Например, confess. всякое колено преклонится, и There's всякий no язык devil or исповедует. demon who can rise against you and say, yeah, but I have a different view. Знаете, и никакой дьявол, никакой демон не может восстать и сказать, ну, а я думаю по-другому. He's the father of lies. Потому что дьявол — это отец всякой And лжи. he's afraid И он боится truth. истины, coming forth of the mouth of little children of God. которая исходит из уст этих малых детей Божьих. Bible says God has put a power in the mouth of the little babies. Вы же знаете, что Писание говорит, что Бог вложил хвалу, и Бог вложил власть в уста младенцев. Psalm 8. 8 He псалом у put нас. this power in our mouth. Он вложил эту силу, эту власть в наши уста. Even if you are a little baby in Даже Christ. если ты все еще младенец во Христе. Because the power is in the word. Потому что власть и сила, она в Слове заключена. And Jesus gave an explanation or gave revelation about this Psalm 8, and he explained what is the power out of your mouth. И Иисус дал, Слово Божье дает нам объяснение, что это за сила, что это за власть в устах. Yeah? It's very interesting to study New Testament and to see quotes from Old Testament, and then suddenly you notice there's a change. It's not the real thing as in Old Testament, there's some change. Вы когда-нибудь обращали на это внимание, что это очень интересно, видеть, как Новый Завет цитирует стихи из Ветхого Завета, потом ты сравниваешь с контекстом, с тем, что там написано. Там появляется всегда что-то новое в этом. So Jesus quoted Psalm 8. Иисус цитировал 8 Псалом. And instead of power, he used the word praise. И вместо власти, и вместо силы он сказал, ты вложишь хвалу в уста младенцев. So what does that mean? Что это значит? In Sunday school, he didn't pay attention, he didn't learn it correctly. Может быть, Иисус как-то в воскресной школе, в синагоге что-то выучил не так. Знаете, когда дети учат стихи наизусть, и он No, что-то he не то is там the выучил. word. Нет, он сам есть Слово And Божие. when he uses a different word in the same context, it И means когда- here's a revelation. И когда он использует какое-то новое слово, в одном и том же контексте слова, там всегда заложено определенное откровение. The power that has been given to you is praise. Друзья, власть и сила, которая what is нам была praise? дана, это наша хвала. What is praise? И что такое хвала? With confidence and with boldness, proclaiming truth about God. Это когда с дерзновением, это когда со смелостью мы провозглашаем истины о том, кто такой Бог. And every new convert within a few months can learn this. И любой, даже только обратившийся ко Христу, человек может буквально за несколько месяцев освоить эту простую истину. And from then on, you become dangerous to the devil. И прямо с этого момента, как только человек уясняет это, он становится Isn't that опасным для something? дьявола. Вам не кажется это просто удивительным? We are not little helpless victims. Мы не маленькие беззащитные We may be young жертвы. in the spirit. Да, мы можем быть молодыми в духе, But we can be dangerous to the devil. но мы при этом можем быть опасными для дьявола. And from baby stage, it gets better and better. А потом там же только все прекраснее и прекраснее от младенчества в возрастание. We use our will
to conquer or to bring God's order in our mind, in the way Итак, we think. мы с вами говорим о том, что мы берем инструмент нашей воли для того, чтобы привнести порядок в сферу наших мыслей. And that will bring progress in the process of sanctification. И это и заводит, или, можно сказать, начинает этот процесс внутреннего освящения. This is what Jesus said. Это то, что сказал John Иисус. 17:17. Иоанна 17, He's praying 17. for you, for me. Он молится за вас, он молится за Father, меня. Он говорит: Отец, Sanctify them освети их by the truth. истиной Твоей. So the tool that brings sanctification is the truth. Итак, освящение происходит благодаря истине. It's that simple. Вот так просто, и все. The tool for sanctification is the truth. Бог использует именно истину в качестве инструмента для того, чтобы производить освящение внутри нас. And he explains where to find the truth. Your word is И true. потом, чтобы мы долго не искали, Он объясняет, где мы эту истину находим. Он говорит: Твое слово и есть истина. The word of God is the truth. Слово Божье – это истина. And one way to describe sanctification is the wonderful, powerful truth of this book. Как мы можем еще определить освящение? Это когда истины из этой удивительнейшей книги, мощной и прекрасной, Must fill and dominate my mind the way I think. начинают заполнять и начинают господствовать в моем образе мышления. And then, and only then, it becomes afterwards, if we add something more, a reality in our heart. И тогда, когда мы еще добавим нечто важное, но в любом случае, когда это становится реальностью, живущей внутри меня. Your mind is the doorway to your heart. В общем-то так, наш разум – это и есть двери в наше духовное сердце. So we fill our mind with truth. И когда мы наполняем наш разум истиной, We resist every thought that is not in agreement with God's когда word. мы учимся противостоять любой мысли, которая сопротивляется, противится Божьей истине, And then we do something else, which I explain и later. потом прибавляем к этому еще что-то, о чем я обязательно скажу, And the power of God will explode in our heart. тогда сила Божьего Слова начинает просто взрываться внутри нас And will create what we are longing so much for. и начинает производить в нас то, что так для нас вожделенно. Confidence, Уверенность, being loved, being secure, having peace. дерзновение, это ощущение и понимание, что меня любят, этот мир. Having hope for a good future. Когда я начинаю наполняться надеждой на лучшее будущее. Love, joy, peace. Это праведность, мир и радость, короче. It's God's work. He's doing it. Это Божья работа внутри нас. When we learn to do our little part and Когда мы cooperate with Him. учимся с нашей стороны делать то, что мы должны делать, и So you see, двигаться вместе с Ним. Sanctification is not a complicated thing. It's Поэтому so simple. в реальности этот процесс освящения – это не что-то заоблачно трудное, это очень простая вещь. But it's a lifestyle. Но это определенный образ жизни And until подразумевает. now, a vast majority of people who call themselves Christian miss it. И, к сожалению, очень большой процент людей, которые называют себя христианами, как будто бы этого недопонимают. Either because they don't know this simple truth, or, Возможно, потому что они этого просто не which знают. is even more the case, А возможно, и мне кажется, это более they are вероятным, just too lazy они for the слишком process. ленивы, чтобы жить определенным образом жизни. Therefore, we start with the will. Именно поэтому, друзья, все начинается с нашей воли. Another word for truth can be reality. Еще подходящий синоним для слова «истина» — это реальность. Truth means I describe a thing as it really is. Ну, Not что as такое- I think or imagine or wish, but as it is. Что такое Reality. истина? Да, например, истинное описание – это когда я вижу и описываю предмет или явление не таким, каким я хочу его видеть, не таким, каким это мне кажется, а таким, какое оно есть на самом деле. And the devil is the father of lies. И дьявол, он отец всякой лжи. And for years and years and years, we have been educated by him. И он наставлял нас, скажем так, долгие годы. And through all kinds of sources, school teachers, media, newspapers, talks of people,
И используя разные источники, начиная со средств массовой информации до каких-то разговоров людей о нас, там, воспитания, все что угодно. We learned a worldview which basically is just a bunch of lies. Фактически через все это он смог установить в нас понимание окружающего мира, которое можно назвать ничем иным, как целой кучей всякого рода лжи. And because we have listened to these lies for so many И times, потому что мы столько долго слушали именно такую точку зрения, and not knowing any better, we just swallowed all those lies. и потому что мы сами не знали чего-то другого, мы просто глотали и глотали это долгими годами. And got a complete wrong and distorted picture И посему мы имеем очень часто совершенно извращенную картину реальности. of who is God, Например, who того, am кто I, такой Бог, кто what такой is я, life all about. во что упирается жизнь человеческая, в чем ее смысл. This is the mark of an unbeliever. He lives in a dream world. He's not living in reality. И в определенном смысле это и отличает неверующих. Так-то посмотреть, они живут в куче всевозможных идей и фантазий, которые не имеют никакого отношения к And the реальности. things that are absolutely worthless, they chase with all their energy for decades. И потом ты видишь, как люди десятки лет своей жизни прожигают на то, что они бегают за какими-то вещами, которые не имеют ни толка, ни ценности. Like riches and gold. Люди бегают всю жизнь за богатствами и золотом. Всю жизнь. Imagine the angels in heaven. Вы представьте себе, как это выглядит для ангелов на небесах. Вот просто If these подумайте. poor blinded people would know how heaven is, we walk on streets of Знаете, gold. они, наверное, друг с другом разговаривают и говорят, бедолаги какие. Они разве не понимают, мы ходим на небесах по золоту. No one runs around, I'm searching for gold. Никто на небесах не бегает в поисках золота, They друзья. just walk on the gold. Они It's like ходят, stones, like- ходят по золоту, по драгоценным камням. if they would only know how it is. И я думаю, они говорят друг другу, если бы эти люди бедные знали, каково здесь. And now comes the truth. И приходит And our истина. eyes get opened. Тогда и истина приходит, глаза наши And открываются. since we were deceived from childhood on, it's a long process. Друзья, к чему я это все говорю? Так как мы были с детства обмануты, понятное дело, что потребуется время To identify all those lies that we have bought from the devil. для того, чтобы просто в нашей жизни выявились все те лживые вещи, которые были понасажены в нас дьяволом. So it's a hard work. It's something we have to do. И в некотором смысле это тяжелая работа, и это то, что нам самим придется In the сделать. light of the truth, we identify the lies and then we replace them with the truth. Это когда, например, в своей жизни, благодаря Божьему Слову, я нахожу одну ложь за другой, и я заменяю ее истиной Божьего Слова. Jesus prayed, your word is truth. Иисус молился и говорил, Слово Твое истина. And because we have the task to love God with everything in us, even with our mind. И потому что заповедь, задача перед нами такая стоит, возлюбить Бога всем, кто мы есть, включая весь свой разум. It's absolutely necessary that we are totally convinced that this book that we have is the Word of God. Знаете, нам вот в этот момент очень важно удостовериться, что вот эта самая книга, это и есть подлинное Божье Слово. For some people, it's more important. There are more people who work with their mind and analyze and have all kind of questions and they're not sure about certain things. For other people, it's not such a big subject. Надо сказать, что для разных людей это имеет разный уровень важности. Ну, например, для людей, которые привыкли двигаться в сфере разума, для людей, которые любят много размышлять, задавать вопросы, получать на них ответы, это крайне важно. Есть люди, которые не так сильно этим заморочены. But for some Christians, this is really a problem. Но знаете, для многих христиан это в целом вообще большая And in the проблема. back of their mind, they have this question. Потому что где-то там в глубине своего разума у них есть сомнения. Yes, in church we teach the Bible, we listen to sermons, and it all sounds so wonderful. Да, мы обучаем людей Библии, мы все ее изучаем. Да, нам проповедуют проповеди из Библии на собраниях, и это все звучит таким прекрасным. But how can I be sure Но that как? this is really a supernatural book which comes from God and not from the mind of some religious Как people? я могу иметь уверенность,
что эта книга была на самом деле богодухновенна, а не является просто трудом каких-то просто очень религиозных людей. How can I put my trust on a Как book? я могу доверять этой книге? And they try to oppress this nagging И question. знаете, есть люди, которые пугаются этого вопроса, который их мучит, и они пытаются его куда-нибудь отодвинуть и спрятать. And they want to convince him, oh, I should not doubt. Знаете, есть люди, I must которые just believe. еще при этом приговаривают и говорят, я не должен сомневаться, я просто должен верить. I know it's a minority who have this kind of problem, Я but it is real. понимаю, что таких людей, возможно, не так много, но это совершенно реальные люди. And I tell you, if this is your case, И я могу вам сказать, если вы один из таких it will людей, never work to try to oppress this question. вы It will никогда never work. не сможете получить облегчение и какую-то уверенность, просто подавляя в себе подобный вопрос. And you will never come to a full assurance of faith. Yes, I can trust this book. Да, и не сможете вы так прийти просто путем отторжения или отрицания, вы не сможете прийти к этой внутренней уверенности, что я могу этой книге доверять. And for such people, it's such a revelation. God does not expect you just blindly to make a decision without any foundation. I just decide I trust this book. Знаете, и для It will not многих, work. и для многих людей это, наверное, будет большое откровение, понимание того, что Бог и не относится к нам так. Окей, ты просто верь, закрой глаза и слепо верь, и не смей задаваться такими вопросами. Yes, God makes the claim that this book is divine. This Бог is given by однозначно His Spirit. претендует на то, что Библия — это книга, которая была рождена Его Духом. 2 Timothy 2 3:16. Тимофея 3,16. Однозначно. All scripture is Он говорит, inspired, which means все breathed out Писание by God's Spirit. богодухновенно. Но это очень хорошо. Богодухновенно или вдохновлено Духом. То есть сам Бог вдохнул в него. By His breath, the Да, Spirit. он дыхнул своим дыханием жизни во все But He Писание. does not say, believe it or not, Ага. И он не говорит, верь в него или нет. because this is just a claim. God says, it's my book. I gave it. Да, Бог однозначно претендует. Он говорит, да, я эту книгу дал. No, God has given us a mind. Но Бог дал нам при этом разум. And believing Him doesn't mean shut up the mind and just make a step of faith Верить в into Бога — это не значит uncertain area. просто отключать свой мозг и просто тупо идти куда-то, куда все идут. So I want to encourage you. If, Знаете, поэтому я if хочу someone ободрить like this таких is here, людей. Если вы вот такого who's рода very человек, intellectual and люди, asking которые many things and trying to think through, имеют развитый мозг, люди, которые любят задаваться вопросами, продумывать какие-то вещи. don't say to yourself, I'm too critical. Не говори себе, что-то я, наверное, чересчур такой No, with негативно God- настроенный with God- человек. With God, you cannot be too critical enough. На самом деле, с Богом мы не можем быть какими-то критичными Thank слишком. God you are critical. Слава This is Богу. wonderful. Слава Богу, возможно, у вас вот такой трезвый ум, который God требует has ответа. Слава answers for Богу. your critical mind. Да, у Бога есть ответы для вашего критического ума. And if this is the Склада. case with you, I want to encourage you. There's tons of literature who explain why it's a realistic decision to trust the Bible. There's И tons для of этих literature. людей он навряд ли сможет вникнуть во все подробности, но смысл заключается в том, что есть просто тонны научной литературы, которые объясняют, почему Писание — это книга, которая была дана Богом. Этой литературы просто выше крыши. And God has placed many interesting facts into this book. Более того, например, Бог, Он столько интереснейших фактов оставил в Писании, Which easily can lead you to this one conclusion: this book is supernatural. It must be которые from God. есть столько фактов о Писании, которые свидетельствуют напрямую о том, что эту книгу мог дать нам только Бог. Это не может быть собранием человеческих выдумок. We could take easily now a few hours to discuss this И subject, честно вам скажу, мы могли бы потратить сейчас несколько часов для того, чтобы обсудить этот важный момент. there's a scripture which says the number of stars cannot be counted. Например, в Иеремии записано, наверное, в Иеремии, что считать звезды невозможно, их несчитанное количество. You know what the most advanced scientists of Jeremiah's day would say?
when they read his Знаете, во Verse. что верили там какие-нибудь астрономы времен Иеремии? Jeremiah, you're a religious person, okay. Ладно, Иеремия, ты просто религиозный человек You're вот not a какой-то. scientist. Ты же не You научный don't know what человек. we know. Ты же не какой-то ученый, ты понятия не имеешь. Please stay in your field, religious, and make your nice religious poems, Ты and там, that's да, okay. оставайся в своей сфере, пиши там стихи красивые для Бога. But don't try to give us scientific facts. We Но are не scientists. лезь сейчас в научные факты, мы тут ученые. And we have the most advanced measures to count the stars. We И у have нас- counted them, and there are 3,000 of them. И у нас самые продвинутые есть приборы для исчисления звезд. И теперь мы точно знаем, что их 3000. So when you write the number of stars cannot be counted, this is just scientific garbage. Поэтому ты, Иеремия, не горячись, когда ты пишешь «несчислимы звезды». Все это ерунда, это антинаучные вещи. This would be what the most advanced scientific Во people времена would say Иеремии, to him. который это написал, ему, уверен, говорили подобные вещи. Today we know the number of stars cannot be counted. Сегодня-то мы знаем, что количество звезд просто неизвестно, это невозможно посчитать людям. So I think Jeremiah was completely in peace and relaxed and said, wait a few thousand years and Да, we will и know. Иеремия, наверное, им говорил, подождите пару тысяч лет, потом поговорим. Where did he got this idea from? It was totally unscientific. Знаете, откуда у Иеремии были, например, подобного рода мысли? Это противоречило всей научной информации доступной. Because it was given by the Spirit who knows everything. Потому что это вещи, которые были даны ему Духом, который все знает. And there are many interesting facts Есть like that in the просто Bible. огромное количество различных фактов, научных. But the most interesting thing is, in the Bible we find predictions, prophecies, Но самое прикольное в Библии – это то, что в ней содержится пророчество. which speak about precise Предсказания. historic events in the future. Предсказания, которые говорят об очень точных, очень подробных ситуациях и событиях, которые происходят в далеком будущем. Even until today, we all agree, if someone can say what happens in 100 years, in 200 years later, he must have supernatural insight that a human does not have. Например, сейчас даже мы с вами согласимся, что если человек может сделать точное предсказание на 100 или 200 лет вперед, это невозможно просто какой-то человеческой, там, я не знаю, замысловатостью сделать. У человека должно быть какое-то сверхъестественное знание. And the Bible is the only, if you can say, religious book of all the religions of this world, И which удивительно, has prophecies. что Библия является единственной религиозной, можно так сказать, книгой из всей религиозной литературы, которая существует, которая содержит удивительнейшие предсказания. And many, many, many of these prophecies have already been fulfilled. И очень многие из этих предсказаний, которые мы называем пророчествами, они уже исполнились. To the smallest detail. Причем до каких-то совершенно удивительнейших, And no мельчайших подробностей. And no one in his right mind say, oh, he just guessed. This is just by accident. Знаете, и ни один человек в здравом уме не скажет, ну это просто случайность, это совпадение какое-то. Просто он угадал так. Just concerning the Messiah, the coming Messiah Например, если мы in the Old возьмем Testament, предсказания о грядущем Мессии, которыми испещрен весь Ветхий Завет, more than 300 более precise 300 prophecies, совершенно точнейших which предсказаний, all were fulfilled to the last detail. которые были исполнены до мельчайших подробностей. How can you explain this? Как это возможно If you объяснить? deny the idea, there must be a God who knows the future. Да, как это можно объяснить, если человек хочет отвергать идею Бога, который знает все будущее? The world has only two options and two possibilities to destroy this argument. У мира есть только два варианта, как он может какую-то контраргументацию вести And вообще. they say, yes, but the prophecies were written after the thing happened. Например, некоторые из них говорят, ой, это все было записано уже после того, как это произошло. Which is absolutely stupid. Что And, абсолютно не соответствует никакой исторической информации. and everyone who knows about how the Bible came into existence and when was written what,
he will just laugh about this Да, argument. и любой человек, который понимает о происхождении Библии, когда и что и кем было записано, он будет просто смеяться. Настолько And the это second нелепо. argument the world has to deny the claim of the Bible А второй контраргумент, которым пользуются люди в мире для того, чтобы отвергнуть истину из Библии, is what they call self-fulfilling prophecy. это то, что они называют самоисполняющееся пророчество, That means the предсказание. prophecy guided people and they acted in such a way that the prophecy then was fulfilled. Другими словами, что люди, которые были в курсе, они, зная какие-то вещи, в общем-то, идя на поводу у этого, в конечном счете все и сделали так, как было написано. So that means, for example, Bible prophesies that Jesus was betrayed for 33 pieces of silver. Например, Библия пророчествовала за долгие десятки лет о том, что Мессию или Иисуса предадут, взяв цену в 33 серебряника. So he went to the religious leaders and said, I can tell you where you find him, just give me money. Да, и Иуда пошел к всяким религиозным людям, лидерам, которые хотели убить Иисуса, и сказал: окей, я вам его выдам, я его предам, вы мне только денег взамен And they дайте. would say, okay, here you got 30 pieces of silver. И они ему 30 серебряников там кинули. And he said, wait a minute, the prophecy is 33. А он им Give me говорит: more so I can fulfill the prophecy. нет, там же написано 33, дайте мне еще 3. Ну, You это see how пример stupid this такой, is. понимаете? Вы понимаете, как это глупо? Or the soldiers that nailed Jesus to the cross. Или, например, предсказание, которое было задолго дано, что солдаты, которые будут прибивать Иисуса ко кресту, Yeah? They would divide the last possessions of Jesus, just the clothes. что они будут делить то, что было на Иисусе, они будут делить его одежду, So everyone got a piece. да, и каждому достанется какая-то часть, But then there was the mantle, но потом у него был big плащ. piece of cloth. Это- Okay, let's cut it and everyone gets a part. Да, давайте его порежем и порвем, и каждому достанется кусок. No, wait a minute. One of the Roman soldiers says, I read in the religious book of the Jews, the mantle should be not divided, but given to someone by И a lot. представьте себе, и вдруг вспоминает один из римских воинов о том, что некогда он прочитал в одной из древних еврейских книг о том, что не должно рвать на куски. Плащ Иисуса, его нужно разыграть. Да, So там. let's fulfill the Old Testament И он такой говорит: Hebrew prophecy. парни, надо нам исполнить еврейские пророчества How же. stupid do they want to be? Вы понимаете, вот этому тупизму человеческому конца нет. Это называется самоисполняемые предсказания. And God himself uses this argument of fulfilled prophecies И сам Бог на самом-то деле использует этот аргумент исполнившихся пророчеств. And you can find it in Isaiah 4. We will not go for a second Мы time. туда не пойдем, но просто запишите себе Исайя 41, 21, 23, Исайя 44, 5, 8 и Исайя 46, 9, 10. Common idea of those scriptures is, Но основная мысль во всех этих стихах I'm God and I prove it by заключается в том, что Бог говорит: «Я Бог, showing the future и before я it has happened. докажу вам это тем, что я возвещу вам будущее задолго до того, как это произойдет». And if there's anyone who claims to be a God next to me, let him do the same. Come И on, show. он Let me там do- let me их see. задирает и говорит: и если есть еще какие-то боги помимо меня, ну так давайте, пусть они придут и сделают что-то похожее. So God is quite confident being God. Бог достаточно уверенный Бог. He's not insecure, or maybe they will test me. Он не сидит там, не зажимается, не говорит: надо же, сейчас испытывать меня начнут. Come on, test me. Да. Do what I do, and then Знаете, I will acknowledge you as God as well. он живет и говорит: я вот это сделаю, и посмотрим. Если вы мне поставите второго такого же, который сделает точно так же, как я, возможно, я тоже его There признаю. is no other explanation Нет for никакого fulfilled другого prophecies объяснения во всех этих than исполнившихся there is a пророчествах, supernatural being that knows what human don't know. кроме простого понимания, что существует сверхъестественная личность, которая знает то, что людям не дано. So God says to the skeptical people, have a critical mind, think about these facts.
И Бог, он призывает людей с таким острым мышлением, с людьми, которые любят размышлять и шевелить своими мозгами. Он говорит, хорошо, анализируй эти факты, друг мой, and draw an honest conclusion. и делай из этого честные выводы. This book is Потому что supernatural. книга это абсолютно сверхъестественная. This is the truth. И это правда. This comes from God Himself. Она приходит от самого Бога. And then it's again and again when you have your time with God. It's such a joy. You have your book and say, God, this is your book. What a treasure. Oh, Знаете, и hallelujah. потом на основании этого мы тогда можем прийти, хватать свою Библию и говорить, мама дорогая, Боже, спасибо тебе за то, что ты дал мне книгу от себя самого, ты дал нам свою книгу, это такое сокровище. You can trust your life on this book. И мы можем свою жизнь доверять этой книге. Thank God for His word. Благодарение Богу за Thank Его God for Слово. the power of the truth. Благодарение Богу за силу истины. And Jesus said, you will know the truth. Иисус говорит, и вы познаете And then истину. the power of truth will explode in you and will set you И тогда free. сила этой истины, она будет взрываться внутри вас, и она сделает вас свободными внутри. And He does not say, excuse me, except for the addiction to pornography. Because in my days it was not invented. So Разве I'm что, sorry. конечно, я не знаю, что вы будете делать с порнографией, потому что в мою бытность, когда я это все писал, этого еще не существовало. It works. Вы for понимаете, как every это addiction. нелепо? Потому что сила Божьей свободы, она работает для любой сферы жизни. Anger, drugs, medication, pornography. Не знаю, злость, как You name пристрастие к каким-нибудь лекарствам, It's a порнография, general что бы promise. это ни было. There's enough power in the truth to set you free from whatever the bondage is. На Say самом it again. деле для Бога нет никакого ограничения. We need to live with this word as God has commanded Важный us to здесь live with this word. Момент. Нам очень важно научиться обращаться с этим словом или жить с этим словом так, как это слово нас само и учит. He didn't say, buy this book, but live like the devil and this book will set you free. Знаете, Писание нам не сказало, живи как дьявол, но эта книга все равно сделает тебя свободной. It doesn't work like that. Так не работает. The power which is in Scripture Сила, которая заложена в Писании, must be turned into a power in your heart. должна сделаться силой, которая живет внутри человеческого сердца. And this is called the lifestyle of a disciple. И это и называется образом жизни ученика. If you abide in my words, Он говорит, если вы прибудете в моих Then- словах, то тогда, and only then you are my disciple. тогда и только тогда будете моими And учениками. when you are my disciple, then you will know the truth. И если будете моими учениками, то познаете истину. It's not a promise for church visitors. В общем-то, все эти обетования, они не распространяются на людей, которые просто хотят по воскресеньям It's ходить на only какие-то for собрания. disciples. На самом деле эти истины, они относятся только к людям, которые хотят быть And this учениками. is the reason И why это we та have самая so many people причина, who claim to кстати, believe in Jesus почему есть столько людей, которые претендуют на I- то, что они знают Иисуса, and are still in all kind of bondage. но при этом совершенно очевидным образом живут со всякого рода рабством So в своей after жизни. all the wonderful things that Jesus has done for us at the cross, Несмотря на все эти удивительные вещи, которые были завоеваны Христом для нас на which кресте, we should learn by the word of God. кстати, о которых мы вообще через Слово Божие и There's узнаем. a second part. We need to understand how we apply these things. Нам очень важно при этом понимать, как нам это к своей жизни применять. I mean, this is just common sense. You have a recipe to bake a cook. You don't follow the recipe. There's no guarantee that the end result will be what the picture says. Это в определенном смысле такая вот простая аналогия. Вы можете завладеть каким-то прекрасным рецептом, но если вы не хотите выдержать ингредиенты, которые там есть, если вы не хотите сделать в соответствии с рецептом, как вы можете тогда ожидать, что блюдо выйдет таким, как заявлено? This applies to any medical surgeon or car mechanic. If you don't follow the book, please don't expect the right results. Это, в общем-то, касается любых других практических сфер, например, там, я не знаю, врачей или людей, которые чинят автомобили, автомехаников. Если ты не способен последовать каким-то простым принципам, то ты не можешь рассчитывать на результат. Is it true? Правда же? Yes. Правда? And God has plainly
with many different words, explained how we get this miracle that from the piece of scripture, spiritual power will be released on the inside. И интересно, что Бог очень многоразлично, с разных сторон, Он говорит о том, как это чудо осуществляется, когда сила слова, которое записано в книге, попадает и начинает жить в человеческом сердце. And many people who call themselves believers are too lazy even to study to find out what they're supposed to do. Let's not talking about doing what they're supposed to do. И понимаете, парадокс какой, что люди настолько ленивы, христиане, что они не просто даже не хотят готовить по рецепту, они ленятся даже узнать из Библии, в чем заключается рецепт. But we are not stupid, we are not lazy. Друзья, но мы-то с вами не глупые, не We use ленивые. our Аллилуйя. willpower. Мы We будем made a decision. использовать We нашу want to свободную see волю. what this book says about. И мы хотим, и мы будем узнавать, что эта книга говорит. We are not satisfied by just somehow believing in Jesus. Знаете, нам-то не хватит, но я просто как-то верю в We Иисуса. want the will of God to be done. Мы же хотим, чтобы воля Божья We want исполнялась. to be changed. We want to Мы хотим express меняться, мы the хотим- character of Christ. Мы хотим This is our явить desire. миру характер Христа, это наше желание. And when we follow the instructions, this is what we will see. И как только мы начинаем следовать рецепту в соответствии с инструкциями, мы увидим результат. We looked at Ezekiel 36, which is a powerful description and promise of the new covenant, which is coming, was announced in those days. Мы с вами смотрели Иезекииля 36 главу, и это очень удивительное Божье обещание о Новом Завете, который должен был наступить. And now let's look at a second prophecy, which Isaiah 31. Итак, Иеремия 31 глава. And you may just read verse 33. «Поэтому я в будущем заключу с домом Израиля иной завет, возвещает Господь. Я вложу в их разум мой закон и запишу в их сердцах. Я буду их Богом, а они будут моим народом». God is promising to do two things for the people who join his new covenant. Обратите внимание на то, что Бог дает здесь два обещания людям, которые заключат с Ним Новый Завет. And then he describes what will be the fruit or the result of those two things that he's doing. А потом Он говорит о том, какой это принесет плод в их жизни, то, что Он будет делать. And at the first sight, it looks so little, insignificant. Интересно, что на первый взгляд, когда ты это читаешь, это не кажется чем-то очень монументальным. But take time to think about it. This is the biggest promise that God can ever make. Но в реальности, если вы потратите время, чтобы задуматься над этим как следует, вы поймете, что это самое большое обещание, которое Бог только мог дать. I will be their God, Я буду их and they Богом, shall be my people. а они будут моим народом. There's nothing else that we ever need in life now and in all eternity. И в реальности нет ничего большего, в чем мы можем нуждаться ни здесь, на земле, ни в вечности, как в осуществлении вот этого обещания. He's your treasure, he's your future, he's your power. Потому что Он наше He's your сокровище wisdom. и будущее, и наша мудрость, и наше все. Whatever you may need in life, everything is in him. Потому что все, в чем мы нуждаемся в жизни, заключено в You самом won't Боге. find a more inclusive promise than В реальности this one мы не in the whole можем Bible. найти какой-то еще больший по своему заполнению какое-то обещание He's больше. my God, he's my everything. Да, Он мой Бог, Он мое все. And I'm his. А я принадлежу Ему. Not just there is a God who is the answer, but this answer is with me and I'm with him. And we are Знаете, это united. удивительно, не просто жить с пониманием, ну там где-то есть Бог, и у Него есть все ответы, но когда этот Бог и все ответы, это мое. So Он мой Бог. it would be a very helpful thing to take time and to think about this. Поэтому What does it mean? Хотел He бы will еще be my God сказать, чтобы вы подумали над этим как следует, что это конкретно значит. and we will be his people. Он будет нам Богом, а мы будем Его народом. Okay, that's the result. Да, и это результат, Now, который Он нам how обещает. will this result come forth? И как этот результат должен By two осуществиться? things, God doing two things. Через
две вещи, которые Бог обещает He сделать в нашем places сердце. His law in our innermost being, or other scriptures would say, in our mind. Он говорит, я вложу в разум их или во внутренность их мой закон. And He will write it on И our Он hearts. обещает записать его на наших сердцах. Notice, mind first, heart second. И обратите внимание на порядок здесь такой важный. Сначала разум, If your потом mind сердце. is not filled with the truth of Потому God's что, word, как мы уже it cannot говорили, enter your heart. Если ваш разум не заполнен истиной Божьего Слова, эта истина никогда не перетечет в ваше сердце. Because insecurity and fear is in the heart. It's not in the mind, it's in the heart. Потому что, например, чувство незащищенности и отверженности или что-то такое, это живет не в голове у нас, это живет внутри нас, глубоко, в нашем духовном сердце. Self-hatred, self-rejection, Ненависть к себе, is in the самоотвержение, heart. это живет в сердце. Desire, evil lust for things that will destroy you. It's not in your mind, it's in your heart. Практически всегда какие-то разрушительные похоти, разрушительные желания, они не живут у людей в их разуме, они живут где-то глубоко внутри. And God gives this wonderful promise. He will write His words on our heart. И Бог дает нам такое удивительное обещание. Он говорит, я эти слова запишу в их сердце, в That нашем means сердце. you will discover in your heart a reality that you cannot deny. Это You cannot значит, get rid of it. что когда мы находим, мы будем способны найти в своем сердце определенное присутствие или реальность, которые мы не сможем отвергнуть, мы не сможем притвориться, что этого нет, мы не сможем игнорировать это. When I read this scripture, it always comes a certain picture to my mind. Не знаю, когда я читаю этот стих Писания, у меня всегда возникает определенная картина. In my old days, I was watching cowboy movies. В свои старые времена я смотрел фильмы про ковбоев. And they have big flocks of cattle. И ковбои, они же что делают? Они гоняют And большие every стада. spring, when they get new calves, they would take a hot iron, a red hot iron, Да, и они потом клеймят своих животных, правильно? Как только они купили какое-то новое животное, там коня или корову, они берут куски, ну, такие специальные Which has a клейма, certain- которые они накаляют. a certain symbol or a sign or letter, Ну, и клеймо там у каждого было свое в виде какой-то буквы, какого-то which знака, represents the owner. ну, которые и, в общем, свидетельствуют о том, кто будет Then хозяином. they would press this red hot iron on the bottom of the calf. И потом они брали и это до красна раскаленное клеймо, они этим клеймом прижигали мягкое место например, теленка. And then forever it's marked. Знаете, и на всю свою оставшуюся жизнь это животное имело на себе If клеймо. by accident this calf get lost and doesn't know who's my owner, Да. he just has to look at the back. Ah, here it is. И вдруг, если случалось, что теленок где-то заблудился и не помнит, кто его хозяин, он всегда мог повернуться, посмотреть и сказать, вот это клеймо, вон тот хозяин. Identity forever. Знаете, это некая внутренняя идентичность навеки. Powerful word of God is just written on your heart. That means your heart is changed forever. Знаете, а когда Бог записывает что-то на наших сердцах, это значит навеки измененное сердце. And there's something that you can never lose again. И это что-то, что уже невозможно растерять тогда. I belong to my beloved, Я принадлежу своему возлюбленному, and he has desire after me а он I'm his. стремится ко мне, я принадлежу ему forever. навеки. Think of the fact that Jesus has the marks in his hand. Подумайте, например, об этом еще с этой стороны. У Иисуса есть вечные отметины на руках. This Это is a правда. miracle. A man, a human sits on the throne. Вы подумайте, человек сидит на престоле на небесах. And maybe this is just weird fantasy. И, может быть, это такая странная фантазия в моей голове. Maybe one day after 3-4 eternities, you get confused in your mind. And the thought comes, do I really belong here? Am I really his child? Представьте, мы вдруг оказываемся на небесах, и проходит 3 или 4 вечности, и к нам начинают закрадываться снова в голову мысли, а я на самом деле здесь, а я на самом деле ему принадлежу, And here или что? comes Jesus, hi. И проходит мимо Иисус и говорит, привет. And you see the И sign. ты in his hand. видишь эту пробитую руку. I've written you in the palms of
И он говорит, слушай, forever. я записал тебя на своих ладонях навеки. Impressed and changed and totally changed by the power of the Word of God. Друзья, человеческое сердце, оно навсегда, оно по-настоящему меняется только под воздействием Божьего Слова. And the reality of God's Word will just fill our heart. Когда реальность Слова, она начинает заполнять наше сердце. This is what God promises for every one of those who believe in Jesus. И Because that's прекрасно. the new covenant. И прекрасно, что Бог обещает это каждому из уверовавших, потому что это и есть сущность Нового And Завета. those of you who know their Bible, they know that this verse is repeated twice in the New Testament. И те люди, которые внимательно читают Писание, они знают, что этот стих конкретно упомянут дважды в Новом Завете. Because some people would say, but this is only for the house of Israel. Потому что есть люди, которые говорят, ой, это только принадлежит Дому Израиля, то бишь евреям. But no one can deny that the letters of Hebrews is for every newborn Но никакой Christian. человек не может отрицать, что само послание к евреям из Нового Завета адресовано каждому новозаветному верующему. And you find it there in Hebrews 8:10 and in И chapter это 10 again. евреям 8 глава 10 стих и потом 10 глава. So these are the two things that God is doing. Итак, Бог делает эти две вещи в нашем сердце. Now let's find out how is God doing this, putting His word, Давайте- His law. This is not the Mosaic law. This is the law in a sense of this is my idea, this is my plan, these are my principles, this is my truth. Да, и очень важно нам понимать, как Бог это делает. И тоже сказать, вот, например, когда здесь говорится, я вложу в их разум мой закон. Речь не идет о законе Моисея со всякими внешними предписаниями, но речь идет о законе с большой буквы, который фактически и является Божьим планом и Божьей идеей, и Божьей волей на нашу жизнь. How is God doing it? Итак, как Бог закладывает, как Бог вкладывает свой закон в наши сердца? Romans 12, Римлянам 12 глава, verse 2. 2 стих. It speaks about the renewing of our mind. Это стих, который говорит об обновлении нашего ума. And without any doubt, it talks about something that we have to do. И вне всяких сомнений понятно, что это та ответственность, которую на нас возлагает Бог. But then you say, wait a minute. Ну, скажете сейчас. Here it says in Jeremiah 31, God is doing it. В Иеремии в 31 главе сначала записано, что сам Бог это сделает. And now you tell me I have to do it. А теперь ты тут, Хардвик, нам стоишь и говоришь, теперь вы это делаете. This is clearly a contradiction in the Bible. Вот какое явное есть библейское противоречие. There is no contradiction in the Bible. В Библии не бывает противоречий Because в God реальности. is not confused. The ones that are confused are us. Потому что у Бога все в порядке с головой. И единственное, кто имеет какое-то смятение, часто это сами люди. If you have a basic idea how the Bible is written, you will not say, but here God says He will do it, and there He says I must do it. Then what is right? Вы не будете тогда смешно себя вести и говорить, с одной стороны Бог говорит, это Он сделает, с другой стороны Он говорит, это вы сделаете, так кто же что должен делать? The answer is yes. Да. Весь смысл в том, что Бог говорит и то, и другое. Both are right. И тот правильный ответ, и этот When правильный you ответ. do what you are supposed to do, then God will do what He Потому promised что to do. так всегда. Сначала мы делаем то, что мы можем со своей стороны, и тогда Бог делает со своей стороны то, что Он обещал. We work on our mind. Да, Он возлагает ответственность работать в разуме на нас. And we bring our mind in agreement with God's mind. И это наша ответственность привести наш разум в соответствии с Божьим разумом. This is something else than Bible reading. И, друзья, это нечто гораздо большее, чем просто читать Библию. This is studying the whole Bible. What does God say about certain subjects? Это подразумевает, что мы будем внимательно изучать, что Бог говорит на ту или иную тему в Писании. And a vast majority of Christians until now are confused because they never undertook this discipline. Never. И честно вам скажу, у большинства христиан какая-то неразбериха в голове творится именно потому, что люди так и не потратили времени и сил для того, чтобы сделать эти простые They вещи. heard just pieces here and there, Знаете, and there, что из себя and it представляют doesn't часто make христиане? sense to them. Они услышали кусок вон там, услышали кусок вот здесь, еще что-то вон там. И это все находится, да, по-русски сказать, винегрет. I'm so glad that I didn't delete the function under my YouTube videos of the possibility to make commentary.
Я I рад. didn't delete. Я рад, что, например, под своими видео на Ютубе я не отключил опцию «Оставить комментарий». Because I learned so much from that. Потому что я очень много интересного узнал. And many comments are really very strange. Из комментариев, которые пишут люди, ты понимаешь, мама And дорогая, again очень and странный again, I комментарий. could reply, they err because they do not know the scriptures, nor the power of God. Знаете, и всегда ты читаешь комментарии, и у тебя в голове один стих Писания возникает. Они заблуждаются, потому что не знают ни Писаний, ни силы Божьей. All the truth of the Bible make a wonderful composition, a picture. Everything belongs to everything. Потому что в реальности Писание, оно из разных своих частей составляет совершенно гармоничную и целостную картину. And in the German translation, Paul says, I have given you over to the picture of teaching. И интересно, что даже в немецком переводе есть такой стих, который звучит: «Я передал вам полную картину Писания». And many people just have little pieces. А у народа у них вон там кусочек, вон And they там don't кусочек, see the вон там connection кусочек. between the Они не pieces. понимают, как это между собой связано, и вообще They're ничего не always понимают. confused. И у людей просто в голове бардак. But not us. Но не у нас ведь, We правда, will друзья? study Аллилуйя. the Мы whole будем counsel изучать of God's word. все Писание. And we will obey Paul when he says, be not ignorant. Да, и будем Amen. покорны Павлу, который говорит: да не будем мы невеждами. We will study. And whenever we find something where God says something which is contradicting our ideas, we know what we have to do. Знаете же, как это бывает? Ты что-то нашел в Писании, что противоречит твоим собственным мыслям. Мы все знаем, как поступить в такой момент. We gladly throw away our ideas and accept God's ideas. С радостным сердцем мы выкидываем наше понимание и принимаем Божье понимание. Amen. Аминь. This is called renewing of Это и your называется mind. обновлением ума. And sometimes it gets very simple and very practical. Да, и иногда это что-то очень простое и очень такое практическое. I know it happens quite often with teenage girls, 15, 16. Я знаю, как это бывает у девчонок в голове, которым They look по in the mirror and they get a 15-16 лет. crisis. Знаете, все, в зеркало посмотрела, в обморок упала. Because someone has told them they are ugly. Потому что какой-то не очень умный человек им сказал, что она некрасивая. Someone has convinced them they look stupid. Знаете, кто-то сказал: да ну, вид у тебя такой нелепый. And as soon as they look in the mirror, they get a crisis. Понимаете, и она подошла к зеркалу, посмотрела туда, все, кризис And жизни. then they feel bad about themselves. Люди стоят возле своих зеркал, им дурно. What is the solution? Поэтому решение-то какое? Exchanging the lie for truth. Знаете, решение одно: I thank you заменить that I have been made in a wonderful way. ложь истиной. Когда ты стоишь и говоришь: Господи, спасибо за то, что я прекрасно сотворена. Yeah, I know it's in the Bible, but it doesn't feel like О, this. ну конечно, в Библии-то это написано, но мне так не кажется. Then make it feel real, Да, ну тогда сделай так, чтобы казалось. because this is the reality. Потому что это и есть And реальность everything that is подлинная. contradicting God's word is a lie, И and всё. that means it's your enemy. Chase it out of your И way. все, что Kill it. противится Библии, это враг. Врага надо убивать. Drown the lie with a flood of the truth. Друзья, очень важно нам просто топить ложь в океане истины. Don't suffer from terrible feelings, kill them. Друзья, не страдайте от дурацких чувств, убивайте их. You say, but it sounds so simple. It is. Just Знаете, do и it. люди говорят: ну это как-то все слишком просто. Да, просто бери и делай. You do what God told you to Делай do, and то, then you что can тебе expect Бог Him to do what He promised to do. Сказал делать, а потом ожидай, что он со своей стороны сделает то, что он пообещал. And what really helps to be motivated in this process, to be overwhelmed of the power of God's word. Знаете, и что нам очень сильно всегда помогает в этом процессе, это когда мы не упускаем из виду, насколько потрясающе Божье He Слово. says it's a fire, Например, Бог говорит, Его Слово — это огонь. a consuming fire. Огонь пожирающий. Oh, my mind is so confused. It's like a jungle. I don't see any way. It's Знаете, all иногда confusion. люди сидят и чувствуют себя, как будто у них
Просто мозг — это непроходимые джунгли, в которых они заблудились и не знают, куда Okay, идти. start a fire, burn this whole Окей, forest. ну устройте пожар у себя в мозгах и сожгите все ваши джунгли. Yeah, but after burning the jungle, there's still my stony heart, and I Да, don't feel this is ну ладно, real. джунгли сожгли, no сердце-то emotions for каменное, God. у меня нет никакой любви It к just Богу. feels like О, concrete and nothing rejoices да, in me. такое ощущение, как будто сердце бетонное, радоваться не могу. Is my word not like a hammer? Знаете, и Бог говорит, а разве Pull out the hammer and smash the слово concrete. мое не подобно молоту, разбивающему скалы? Возьми молот и Complaining шарахай по about your сердцу. situation does not bring you Друзья, one step потому forward. что если мы просто жалуемся на наше состояние, это никуда нас не продвинет. Some people think it's a sign of honesty to complain Я вам and to уже говорил. explain and to share all the nonsense they have in their Некоторые люди inside. считают себя такими честными и искренними только потому, что они всю ту чепуху, которая живет внутри них, они начинают ее еще и выговаривать, объяснять и делиться этим. Complaining about your terrible situation does not do anything for you. Друзья, жаловаться на то, в каком ты не том состоянии, не поможет тебе. So stop it. Поэтому прекращайте этим заниматься. Create a fire. Get out the hammer. Друзья, огонь, устраивайте костры, долбите молотом. Make paths for the truth in your heart. Прокладывайте пути для Господа в своем сердце. One of the secrets is thankfulness. Знаете, один из секретов тоже — это By developing благодарность. attitude of thankfulness, we create ways in our hearts. Вы знаете, что как мы готовим пути для Господа в нашем сердце? Именно протаптывая их благодарностью. Oh, it's so simple. И все это кажется таким простым. The tricky thing is, it takes some effort. Да, противно только иногда кажется, что это усилий наших требует. Unfortunately, it doesn't come by laying on of К hands. сожалению, было бы гораздо легче, если бы это все через возложение рук It will передавалось. take you hours and hours and hours, you with your Bible. Знаете, а ты ж понимаешь, что тебя ждет? I'm Долгие часы в I'm not обнимку с talking Библией. about hours and hours listening to all kind of strange Причем, друзья, teachers я from никак YouTube. не подразумеваю под этим, что вы просто какие-то у вас там фоном странные проповеди с I'm Ютуба. talking about you and the Bible. Знаете, речь идет о том, что ты взял Писание и начал его And to make it more исследовать. effective, invite the Holy Spirit. И чтобы быть в этом эффективным, еще и приглашаешь Jesus Духа says He Святого. will be your teacher. Иисус говорит, я буду твоим And учителем. He will lead you into what? И Он говорит, и Он наставит тебя на что? More confusion? О, Он наставит тебя на смятение в голове. Truth. Нет, Он наставит Some тебя на truth. всякую истину, на часть истины. What did Jesus promise? Нет, что нам Иисус пообещал? Into all Он the truth. говорит, и Он наставит вас That's what на the Spirit is всякую doing. истину. Это то, что Дух Божий And делает. He's not doing it by you try and sit and try to be very prophetic. You close your eyes and Знаете, try to see some visions. И Он наставляет нас не тем, что мы сидим, глаза жмурим и хотим что-то пророческое выдавить из себя. No, just the opposite. You open your eyes. You На look самом at the деле text. это противоположный процесс. Глаза широко открыл и смотришь в текст. And what it makes very effective. Take the book and show it unto God. Знаете, и что еще очень эффективно, это когда ты берешь эту This is книгу your book. и слово, ты This несешь is the это truth. Богу и говоришь, это Here твоя it книга, says, это твоя истина. this Здесь and this написано, belongs to что me. вот это принадлежит мне. I have all right as your child to И как experience твой what you сын have или promised. дочь, я имею полное право переживать и ощущать в своей жизни все Come то, on, что ты God, do пообещал. it. Бог, Here I сделай am. это, вот он Work я. on my heart. Работай в моем сердце. You know, some people, oh, it's written, but I wish it were true. I Ну, wish, конечно, oh, написано, но как бы мне хотелось, чтобы это было правдой. this is the truth. Это правда, это истина. But I don't feel like. Then change your Да, feelings. но я не чувствую это так. Ну, измени свои чувства. God is working when you work. Бог производит новую работу. We stop here. В общем, мы закончим на Because- мысли, что Бог делает работу, когда мы делаем свою. Hallelujah.